Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Подводя итоги уходящего года. Финансовое направление, налоговое направление, администрация, министерство. Действительно, В правительстве региона прошло заседание под председательством Магомеда Даудова. Сохраняя культурные ценности. В Белготое прошла торжественная церемония открытия Дома культуры. Дед Мороз специального назначения. Сегодня мы дарим волшебное настроение детям, подарки. В Театре юного зрителя состоялись новогодние представления в рамках акции, направленной на поддержку семей военнослужащих. Рамзан Кадыров с инспекцией посетил ряд столичных объектов. Его сопровождали вице-премьер правительства Айшат Кадырова и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Первым делом они побывали на месте реконструкции музея, затем ознакомились с ходом строительства автодорог в новом районе имени Владимира Путина. О будущих преобразованиях в материале нашего корреспондента. Музей Чеченской Республики – один из важнейших объектов культуры. В процессе его реконструкции глава региона держит под личным контролем. Вице-премьер правительства Айшат Кадырова рассказала о будущих преобразованиях, которые оценят посетители музея. Масштабная реконструкция позволит вывести музей на совершенно новый уровень. Планируется открытие дополнительных выставочных залов, что позволит одновременно принимать больше экспозиций и представлять разнообразные коллекции. Также реконструкция позволит улучшить условия для хранения коллекций и создать дополнительные рабочие места по новым специальностям. Предусмотрено и обновление инфраструктуры музея, включая зоны для отдыха, интерактивные пространства и современные технические решения для представления экспонатов. Специально музей обычно пожарная сигнализация, хотя картин шум жгалёл, специальность порошок, тушить те же пожарные системы, горел, что качественно был моя даяна. Масо по России бег музей школы, хопчурбел, амбой, чувствовал, что я еза масо технологий, амич, как командуя директор. Yok vaziyette ya. Ja, dat is ook bizar. Zaten welk de domcultuur heilen, jonge jurter dat dikbal bentjan zijn. Welke daar zijn de pis, maar soms zelf. Maar je het zo zijn is. Koopbakken. Er staan een dikbal in dan. Gaan we wel problemen, ja? Boven. Ja, aanspreken. Особое внимание было уделено безопасности. Здание способно выдержать землетрясение в 9 баллов. Архитекторы и строители совместили национальный колорит и современные технологии. Музей станет своеобразным симбиозом прошлого и будущего. Строительство реконструкции музея находится на стадии завершения, и с каждым днем проект приближается к своей финальной реализации. Работы по обновлению здания включают в себя современную реконструкцию.
Следующей точкой инспекции Рамзана Кадырова стала развязка автодорог возле нового района имени Владимира Путина. Проект также на стадии завершения. Уже в ближайшее время планируется официальное открытие. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров рассказал главе региона о финальном этапе строительства. Открытие чена, долгие рахи, чем бы это я и черный тигмент заго, цигар аш, разве не дик борется. Домаш халдофи. Шарик ше граффити был добрый шпон, что каждый маш первый день надо. Последний этаж халёч монуш. До ладик между груз. Уже фонду для школ представник рабочих. Jetzt ich habe da Lust auf halb дома, второй, третий или наchts, halb Revolution, halb Ursprung. Ich habe die Dachite in Ukraine schätzt, ich habe каждый шесть дом der Bobe schon. Долго гуштеки, квартет гуштеки, цатер цадик номери. Ich halbe. Как посадить, что дом дать, и правительство участвует в дикном, и посадить цадолорис. Попа ордо дикном может хаях, правительство дихая, когда надолор да цойк. Правительство, нация, надо дадут еще очень. Первый линейный. Именно первый линейный, что правительство дихая, метикцел, иштисан такой. Да, она даже разобрать, دي حركات خارجية تشوف عساها министр штатшнет شباش عندهم تقريبا باش ضدونا ويش متميت إلى أو فيش فرع شباش عن بينا بيسان بولش دوش لادم بيدوس وشتن يو اتساقي ألوغيو يو كتوانيو بطا даже ехал в школе даже тёмёртый чидан краче то что та из ити даже просто халёш да бит вот как что не шуру до фасад до спасать ай-ай-ай Развязка станет первым этапом масштабной реконструкции улицы Назарбаева. Новый объект свяжет несколько оживленных магистралей столицы, обеспечит более плавное движение автотранспорта и разгрузит центральные маршруты. Открытие запланировано уже 1 января 2025 года. Лимда Джамалдинова, Бекхан Эбиев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов провел заседание с Кабинетом министров, главами муниципальных образований и ведомств. Обсуждались достижения целевых показателей уходящего года, а также предложения по корректировке перечня показателей в рамках новых целей на 2025. Обо всем по порядку в репортаже нашего корреспондента. Заседание в правительстве региона открыл председатель Магомед Даудов. Присутствовали руководители министерств, ведомств и главы районов субъекта. Докладчики выступали с предложениями о внесении изменений в ряд постановлений. Уважаемый Магомед Хожахмедович, уважаемые коллеги, Министерством имущественных земельных отношений Чеченской Республики вносит на рассмотрение 23 проекта постановления правительства Чеченской Республики о переводе земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Всего было рассмотрено и одобрено 32 проекта. Финансовое направление, налоговое направление, администрация, министерство, действительно, и Настало время приятной части. Указом главы субъекта различными наградами были поощрены главы муниципальных районов и руководители ведомств республики. Благодарность министра здравоохранения России Михаила Мурашко была объявлена руководителю профильного министерства региона Адаму Алханову. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации за хороший и добросовестный труд объявляется благодарность министра здравоохранения Российской Федерации Алханову Адаму Руслановичу, министру здравоохранения Чеченской Республики. Цикл поощрений был подытожен наградами от правительства субъекта. Черхигов Адам Рамзанович, министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики.
Мацуев Висхан Зелимхаевич, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Чеченской Республики. Алханов Адам Русланович, министр здравоохранения Чеченской Республики. Кадырова Айшат Рамзановна, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Кадырова Хадижа Рамзановна, первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики. 2024 год был непростым, но несмотря на все трудности, для региона он стал продуктивным. По многим показателям субъект занимает лидирующие позиции. Амина Тупилагова, Сайтали Ампукаев, Сайтелем Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. Поздравить воспитанников психоневрологического центра лечения и реабилитации с наступающим Новым годом прибыла помощник главы куратор сферы здравоохранения региона Хутмат Кадырова вместе с другими внуками первого президента Чеченской Республики. Дети встретили их яркой праздничной программой. Напомним, что Хутмат Кадырова активно занимается благотворительностью, особенно в области помощи детям с особыми потребностями. Медина Мударова расскажет подробнее. В такой праздничной обстановке воспитанники психоневрологического центра лечения и реабилитации детей встретили долгожданных гостей. Поздравить с наступающим Новым годом прибыла помощник главы, куратор сферы здравоохранения региона Хутмат Кадырова в сопровождении вице-премьера субъекта Айшат Кадырова и остальными внуками первого президента Чеченской Республики. Ребята подготовили яркие выступления для почетных гостей. Елочки, прекрасный наряд, шарики, бусы повсюду висят. Им радостно, им весело. Им скоро Новый год, сладким подарки День Мороз идет. Сказочные персонажи, веселые игры и зажигательные танцы. Дети смогли почувствовать себя полноправными участниками новогоднего чуда. Самой яркой частью праздника стало вручение новогодних подарков. Хутмат Рамзановна лично поздравила каждого ребенка и пожелала им крепкого здоровья, а также вручила сюрпризы от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мне очень понравилось. Мне понравились подарки, мне понравились сценки, танцы. Песни понравились. Мы танцевали хоровод, мне это очень сильно понравилось. Праздник мне тоже понравился, все было весело и замечательно. Спасибо большое. Одна из тех, кому Хутмат Кадырова вселила в сердце надежду, воспитанница центра Лиана. Сейчас ей 22 года. Девушка попала в учреждение в 5,5 лет с весом чуть больше 6 килограмм и несколькими диагнозами. ДЦП, органическое поражение центральной нервной системы и задержка речевого развития. Врачи и руководство уделили девочке особенное внимание. До сих пор она растет в заботе и любви. Вот выросла вот такая Лиана у нас. Она прекрасно ездит на пони, грациозно, хорошо спинку держит свою, как будто настоящая наездница. Любит играть в куклы. Ну и подражая взрослым, она постоянно игрушками имитировала, как будто она с кем-то говорит по телефону. И после этого, как мы сказали, что она любит телефон, ей подарили телефон. Благодаря Хутмат Кадыровой Лиана уже в этом году 3-й раз побывала в дельфинарии. Хутмат, он хаечана, хокбеш, не только Лиане, но всем детям она оказывает постоянное внимание, помогает детям, помогает нашему центру. Учреждение функционирует с 2002 года. Сюда поступают и дети с различными диагнозами и получают специализированную помощь сотрудников. Есть ипотерапия, сенсорная комната, ЛФК, музыкотерапия. Сам центр рассчитан на 120 детей. В учреждении также есть несколько пони, подаренных региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ипотерапия, которую назначают почти всем детям, включает в себя прогулки верхом на пони несколько раз в неделю. Она улучшает физическое развитие и общее состояние ребенка. Следующая точка посещения стал Республиканский детский реабилитационный центр. Его воспитанники встретили гостей громко и радостно. Для Хутмат Рамзановны воспитанница подготовила подарок. Это рисунок, который она сама же и нарисовала. Гостья осталась в восторге. Масса, давайте! В лесу родилась елочка, в лесу
Хутмат с неподдельной теплотой и искренностью общается с особенными детьми. Радость читается в светящихся от счастья глазах каждого от такой встречи. Гости вручили маленьким пациентам подарки. Хорошо. Я потом послушаю. Работники реабилитационного центра поблагодарили за такое внимание и поддержку. Хотели бы поблагодарить от всего нашего центра, от всех наших пациентов и сотрудников Хутмат Рамзановну за внимание, которое она нам оказывает не в первый раз. Стоит отметить, что в канун Нового года по поручению Хутмат Кадыровой проводятся благотворительные акции для особенных детей. От регионального общественного фонда по поручению Медни Мусаевны подарки в 2 реабилитационных центрах получили около 400 детей. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Сотрудников, получивших ранения при отражении атак беспилотников, наградили за проявленное мужество и профессионализм. В медико-санитарной части ведомства их посетили начальник Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов. Как прошло награждение, расскажет Рамзан Абоев. Начальник Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов посетили медико-санитарную часть ведомства в Грозном. Они навестили сотрудников, получивших ранения при отражении атак беспилотников, нацеленных на объекты специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Уважаемые коллеги, сегодня, пользуясь случаем, прибыл к вам с министром внутренних дел для того, чтобы вас поблагодарить за вашу службу, за вашу работу, за те действия, которые вы проявили при отражении летательных аппаратов, поблагодарить и вручить вам награду. Спасибо, Сергей Викторович, за внимание. Да, действительно, бойцы достойны. Мы, когда становились на этот путь нашего великого Ахмата Хаджи Кадырова, мы клялись защищать нашу страну от внешних и внутренних врагов. Поэтому победа будет за нами. Ахмат – сила, Россия – мощь. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Во время визита за проявленное мужество и профессионализм в отражении атак дронов, а также за успешное выполнение сложных задач, полицейским вручили медали за заслуги Главного управления МВД России по СКФО. Добрый день, добрый день. Ассаламу алейкум. Молодые gente. Заехали к вам вас проведать и вручить вам награды за ту работу, которую вы осуществляли, отражали нападения недружественных нам врагов летательных аппаратов. Терпения вам, крепости духа, всего самого доброго. За проявленное мужество, грамотные и профессиональные действия при отражении атак беспилотных летательных аппаратов и успешное выполнение задач повышенной сложности приказом Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу награжден медалью за заслуги лейтенант полиции Идрисов Иса Леонидович. Старший прапорщик полиции Газаматов Халид Хусаинович. Прапорщик полиции Джаусумов Хусейн Касалиевич. Сержант полиции Адуев Абдулла Адамович. Сергей Бачурин выразил благодарность полицейским за добросовестную службу, отвагу и верность долгу, а также пожелал им скорейшего выздоровления. Аслан Ирасханов добавил, что сотрудники достойно выполняют свои обязанности, проявляя самоотверженность, профессионализм и мужество. Рамзан Абуев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В Зимнем саду Национальной библиотеки прошла интеллектуальная игра среди сотрудников администрации главы правительства Чеченской Республики. Викторину посвятили году истории, архитектуры и культурного наследия. Более 70 участников поборолись за кубок и звание лучших. Командам отвечали на вопросы, которые касались знания нашего региона. Все были вовлечены в игру и старались максимально быть точны в ответах. Один из организаторов интеллектуальной игры Тимур Алиев сказал, что это добрая традиция, которую они пытаются сохранить из года в год, так как такие мероприятия не только просвещают, но и помогают в сплочении коллектива.
Инициатива подобной игры была снизу, то есть ко мне обратились, допустим, сотрудники нашей администрации с тем, чтобы перед Новым годом что-то сделать подобное, поскольку у нас есть достаточно большой опыт проведения подобных игр, даже межрегиональный. Вот, мы вышли с инициативой на нашего руководителя администрации Ралса Султановича Таймасханова. Он с удовольствием поддержал эту инициативу. И вот поэтому сегодня вот такой вот единодушном порыве больше 70 человек, сотрудников правительства, собрались, чтобы, как сказал, показать свой уровень эрудиции в сфере истории и географии родной республики. Ротация же идет в правительстве. Многие люди, которые не играли в прежние викторины, вот посмотрим, насколько сегодня у них будет отклик, насколько им понравится. И как минимум раз в год, я думаю, нужно собираться что-то делать подобное. Мне кажется, это и ты с пользой проводишь время, и учитывая, что это год, и такой вот хорошей, дружеской, теплой внутри корпоративной обстановки. Пострадавшие во время авиакатастрофы рейса Баку-Грозный доставили в Москву. Сейчас за их жизнь борются ведущие столичные специалисты. В Грозном же на оперативном штабе, который был создан по поручению главы Чеченской Республики, обсудили вопросы помощи раненым и пассажирам, ожидавших свой вылет в Баку. Подробнее Медина Мударова. В заседании приняли участие вице-премьер региона Хасан Хакимов, руководители министерства и ведомств, представители аэропорта и экстренных служб. Они обсудили вопросы поддержки семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и финансовая. Этот вопрос стоит на личном контроле у Рамзана Кадырова, отмечает его помощник, министр по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев. Квертнига Уэйдольча Амана команда Лазовтова Булгуэльцин, да им сан Рамзан Ашсасих организовать оперативно вышел Мосуна Осталдиеволия, что оперативно реагировать, да реакционно говорить, это нас отличает. Помощь будет оказана и гражданам Азербайджана, которые не смогли вылететь из Грозного. Они размещены в гостиницах, на месте им будет предоставлено все для комфортного пребывания. Работают сейчас они. Питание организовано, все сделано. Шайваш Кулабин объяснили ситуацию какая. С Азалом, с представителем тоже вышли на связь. Они говорят, сейчас в оперативном режиме выбирают, как их устраивать. Билеты из ближайших регионов покупаем. Кроме того, вице-премьер Хасан Хакимов отметил, что ведется работа по возвращению погибших граждан в республику. Также пострадавшим будет оказано содействие в восстановлении утерянных документов. Сегодня бортом МЧС пострадавшие нашей республики доставлены в клиники Москвы. В ближайшее время будут опубликованы списки, где находятся наши пострадавшие, в каких клиниках, в каких отделениях, и будет оказана вся нужная помощь. Также сейчас ведется работа по погибшим нашим гражданам. Они тоже будут в кратчайшие сроки возвращены в республику, и их семьям тоже будет оказана помощь. Напомним, пассажирский самолет направлялся по маршруту Баку-Грозный. Потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Пострадавших доставили в Москву. Сейчас за их жизни борются ведущие столичные специалисты. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Актеры Чеченского государственного театра юного зрителя подготовили новогоднее представление для детей военнослужащих в рамках Всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения». Ребята смогли насладиться сказочным представлением с участием Деда Мороза и Снегурочки. Подробности праздника и какие настроения царили в нашем следующем сюжете. В театре юного зрителя состоялось яркое новогоднее представление по мотивам сказки братьев Гримма «Гензель и Гретель», организованное для детей военнослужащих Грозненского соединения Росгвардии и сотрудников взаимодействующих силовых структур. С самого начала детей с родителями встретила праздничная атмосфера. Зал был украшен новогодними гирляндами и яркими декорациями, создавая ощущение настоящего праздника. Театр наполнился детским смехом и радостными впечатлениями. На сцене развернулись представления с участием любимых персонажей. Еда, она рабыня. Спектакль поразил зрителей своей увлекательной сюжетной линией и красочными костюмами. В центре сюжета брат с сестрой, которые благодаря своей храбрости спасли детей и добрую бабушку от злого колдуна и вернули волшебный посох Деду Морозу. Актеры театра мастерски исполнили свои роли, погрузив маленьких зрителей в сказочный мир приключений и волшебства. Я пришла с мамой и сестрой в Гензель и Гретель.
игры. Спасли бабушку от злококосов и вернули посох Деду Морозу. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения», которая направлена на поддержку семей военнослужащих и создание праздничного настроения в преддверии Нового года. Хотелось бы поздравить всех детей военнослужащих и, конечно же, военнослужащих с новогодними праздниками, пожелать им добра, мирного неба над головой. Ну и, конечно же, сегодня мы дарим волшебное настроение детям, подарки. После спектакля «Дед Мороз и Снегурочка» раздали детям подарки. Новогодние презенты получили около 400 детей. Такие праздничные встречи помогают создавать чувство единства и поддержки, а также дарят детям незабываемые моменты радости и волшебства. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги деятельности Чеченского регионального отделения Союза женщин России. За 2024 год проведено порядка 100 мероприятий различного формата и направленности. Тоже состоялась церемония награждения. Отличившимся вручили медали и грамоты от председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, а также благодарственные письма и грамоты от различных министерств. Мероприятие завершилось концертной программой. В чеченском отделении состоят более 500 женщин, представляющих все сферы жизни. Активно продолжается работа по созданию районных советов. В этом году это Всероссийский женский форум женские инициативы «Время действовать». Вы все видели, как оно проходило, на каком уровне, с какими важными гостями, ответственно все. И самое главное, что хотя нашей организации, отделению нашему всего 5 лет, но мы благодаря вот такому отношению руководства республики к нашей работе, мы заняли очень ключевые ведущие позиции среди всех региональных отделений России. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.